Avezdurdi Muhamedberdiyev. Born in 1949, sociologist Avez Muhamedberdiyev received his PhD from Russian Academy of Sociological Sciences. He went on to become the head of Philosophy and Sociology Department at Turkmen State University. Avezdurdi Muhamedberdiyev is a pioneer of sociology in Turkmenistan and the only doctor of sociology in Turkmenistan up to date. Мой брат, он доктор исторических наук, известный историк, профессор. Но я по стопам своего брата как бы в науку пошел. И случай, вот они были друзьями, большими друзьями с Иззат Назаровичем Кылычевым, известным и гениальным, можно даже сказать, художником Средней Азии, не только Туркменистана. И вот они были друзьями, и именно их дружба меня свела и с Дурды Байрамовым, еще одним великим человеком. Кстати, Дурды не любил, когда однажды в шутку сказал: с вами, великим, очень трудно даже общаться. Он говорит: никогда меня не называй великим. Это, говорит, ко мне не подходит этот эпитет. Это говорит о его скромности. Он был очень скромным человеком. И вот мы общались, в основном встречались часто у Иззат Назаровича. Потом именно с Дурды познакомился я поближе, и у его мастерской мы часто встречались с ребятами. И он долго говорил, что мне надо написать и твой портрет, Авез. Ты же профессор, единственный социолог. Я как-то я говорю: ты великих пишешь, известных людей. Я еще никак не достиг до такого уровня. Ты пиши, я говорю, остальных. Ты очень большое дело делаешь, Дурды. И он соглашался. На самом деле Дурды, вот историки пишут о людях, о личностях, о событиях исторических, именно в текстовой форме, там, монографии пишут, научные работы. И я Дурды тоже считаю своего рода историком, потому что он создал на своих полотнах целую галерею портретов именно интеллигенции, света туркменской интеллигенции. Я поэтому Дурды считаю наравне с другими историками, он даже, может быть, больше сделал. И вот он написал через свое искусство, он другим языком написал историю туркменской интеллигенции. Вот я поражался, у него в основном именно те люди, которых туркмены или туркменистанцы должны гордиться, именно он писал таких людей, великих людей. Я бы сказал, многих из них уже нет в живых, но они остались на портретах Дурды. Я тогда ему говорил: ты создаешь такую работу, делаешь такую работу, Дурды, что ты, наверное, я говорю, никто не смог бы сделать такое. Это, я говорю, твоя главная заслуга, ты для потомков оставишь, я говорю, целую историю интеллигенции 20 века. Я поражался его трудолюбием, не только талантом. Он постоянно, когда к нему я в мастерскую приходил, часто приходил, я просто так даже во время обедного перерыва я заходил, чтобы кофе попить. И он всегда с такой радостью встречал. И меня вот поражало одно: он постоянно, когда к нему заходил, у него, если он свободен был, он писал на холсте, на маленьких картонах, на грунтовном картоне яблоки. У него столько яблок, я говорю, ты портрет яблок, что ли, создаешь, целая галерея. И он тогда мне объяснил: Авез, говорит, это не просто я так пишу, это я, когда пишу портреты людей, чтобы передать их палитру и вообще мягкость кожи и так далее, это лица, это лучше нет, говорит, экспоната, с которого можно было бы нарисовать их натуры,
именно яблоко, говорит, самое подходящее для этого. Вот у яблока есть, говорит, что-то, говорит, похожее с человеческим лицом. И он говорит, меня, говорит, это привлекает яблоко именно поэтому, я, говорит, очень много. У него очень много разных, две яблока, или там несколько яблок, но чаще всего одно яблоко у него фигурировало на этих маленьких. Я не знаю, они, наверное, сохранились его, наверное, в музее. Потом он любил рисовать цветы. Часто вот у него стоял. Потом я часто видел у него, просто он когда натюрморты писал, у него много было старинных туркменских каких-то утвари там старинные и бытовые какие-то предметы. Он расставлял как-то каким-то образом, но он красивые получались натюрморты именно в национальном духе. Но в основном его работы, естественно, были люди. Портреты своих друзей, своих знакомых, известных людей. Не только известных, иногда он писал портреты обыкновенных людей. У него друзья были такие. Дурды был сам человек очень простым, душевным человеком, поэтому к нему тянулись. Постоянно у него были люди, когда он свободен был, у него в мастерской я видел очень много представителей, со многими я даже там у него познакомился. Потом он мог радоваться успехам своих друзей. Моя статья выходила в газете, он первым мне звонил. Или я когда приходил, он говорит, я прочитал твою статью, Овес, мне понравилось очень, молодец, пиши. То есть он как бы подбадривал еще написать такие статьи. Он другим тоже он не любил как-то советы давать. Он настолько был скромен, видимо, он воздерживался но иногда он и был резок. Я помню однажды случай, мы у него сидели, и один из известных писателей тоже пришел. Он обижен был на меня. И какой-то он даже на мое приветствие как-то сухо, очень холодно ответил. Дурды это очень не понравилось. Он говорит, как это так? Я не понимаю, что между вами, что за конфликт возник. Вы, говорит, оба мои друзья. Я рассказал случай, почему. Я говорю, я занимал когда-то должность. Я однажды, я говорю, позвонил, и моя секретарша меня предупредила. Я сказал, что перезвоню ему. Я проводил в то время, в этот момент, планерку. Я забыл перезвонить, а он сохранил себе обиду, что я не перезвонил. И с тех пор, я говорю, он 2 года со мной он не здоровается. И вот тогда я начал писать. Вот когда люди становятся начальником, и тогда узнаешь, кто есть. Вот Овес, говорит, как стал, говорит, большим начальником, он, говорит, не стал замечать людей и так далее. И вот тогда Дурды говорит, а я, говорит, могу его дверь, кабинет открывать ногами. Многих я видел, говорит, людей, которые меняются от должности, от высокой должности. Но Овес, говорит, не менялся. Я, говорит, лично свидетельствую об этом. Я прошу, чтобы вы помирились. И он нас помирил. На самом деле, это произошел такой случай у него в мастерской. Портрет моего брата писал сначала Иззат Назарович. Они друзья. И Дурды потом решил, он просил, я говорю, как Азан Бердыевич, я хочу написать ваш портрет. Но он в то время, брат уже болел, очень сильно болел. Это начало 99-го года было. Но все равно он после процедур, которые он получал, он ездил в больницу, его отвозили, привозили. И он по пути заезжал в Дурды, чтобы он продолжал писать его портрет. Если видно даже на портрете, он не закончен, потому что уже болезнь его уже начинала, видимо, угнетать, и он не мог приходить, и Дурды так и оставил портрет. Там портрет сам целиком вроде и есть, но фон еще не докончен, не дописанным остался Дурды, потому что брат уже не смог.
Ну и так он только ровно через год после того, как он перестал ходить в Дурды, он и скончался в начале 2000 года, 16 января. И вот потом Дурды, тогда, говорит, Овес уже настал, наверное, вот, то есть настало время, ты, наверное, созрел, давай напишем и твой портрет. Я же говорю, что я отнекивался, я говорю, ты пиши лучше вели, как-то меня дойдет очередь. И вот он, ну, наконец, осенью 2000 года он начал писать. Я приходил к нему с работы на 1,5 часа днем, и вот мы назначили время. Ну, у меня командировка были, приходилось мне немножко отвлекаться. Поэтому картина начата была в конце 2000 года и закончена в начале 2001 года. То есть это, он говорит, эта картина написана в течение 2 лет, он смеялся. На самом деле так и получилось, на картина так и написана на обратной стороне. И вот еще как он писал мой портрет, я запомнил еще один такой. Он, когда начал я позировать, он вариант искал, и он потом наконец мне сказал, давай, говорит, садись так, как тебе хочется. И вот я выбрал свою удобную для меня позу. Но он говорит, теперь давай, говорит, поднимем тебя. Он подиум специально соорудил, и потом стул для меня, это закон. Давай, говорит, садись теперь на этом. И вот я сел на той позе, которая для меня. И я говорю, почему меня так сажаешь? Я говорю, и он снизу как бы смотрел на меня. Потом я тебе объясню, ты увидишь. И вот после того, как портрет уже был закончен, почти в течение 3 месяцев как бы продолжался. И он тогда, вот я хочу показать, здесь одну фотографию. Здесь вот Дурды. У него в мастерской законченный портрет. Я говорю, а мне ты подаришь этот портрет? Нет, говорит, я для тебя напишу другой. И вот он в течение 2 часов написал верхний портрет, это он, который написал после для меня. А этот портрет остался. Вот он тогда, я говорю, теперь вот расскажи, почему ты меня посадил, я говорю, на подиум. Он сказал, я вижу, ты доктор социологии. Социолог – это ученый, который изучает общество, исследует общество, смотрит на общество сверху и изучает общество как бы изнутри, и в то же время, как всевидящее око, он должен смотреть и видеть, что творится в этом обществе. И еще хотел показать, что сидит профессор. Я говорю, гигант хотел показать, что ли? Да, говорит, он посмеялся. Да, хотел показать гиганта мысли, говорит, своего рода. Я говорю, ты меня преувеличиваешь, мои заслуги. Но он действительно, оказывается, вот почему он меня посадил на это, что его представление, социолог, это на самом деле социолог, это человек, который изучает общество целиком и одновременно отдельные институты общества. The portrait of Aves Muhamedberdiyev was completed in 2001. It is currently preserved at the Bayramov Museum in Toronto.